Этот цветок привлекает не только своим внешним видом, но и названием – сансевиерия. В народе его называют щучий хвост или тещин язык. Он относится к роду спаржевых. Существует более 60 разновидностей этого экзотического растения. Оно достаточно неприхотливое, не требующее каких-либо особенных условий содержания. Сансевиерия любит яркое солнце и достаточный полив, но неплохо переносит и затемненное помещение. Влажность воздуха не играет роли. Правда, чтобы растение зацвело, необходимо держать его на подоконнике. Ведущий специалист Россельхозцентра по Ингушетии Люба Джандикова рассказала об условиях, которые необходимо создать для этого цветка. Оптимальная температура для сансевиерии – это плюс 16 ночью и плюс 22-28 днем. Но более теплую погоду она очень даже хорошо выдерживает, а вот менее холодную уже с трудом. Если у вас сансевиерия зимует в более холодном помещении, то необходимо сократить полив. Сансевиерия – это суккулент, то есть она не требует постоянного полива, так как накапливает влагу в корневище. У сансевиерии большие листья, в которых также скапливается влага. Поливать ее часто не надо – раз в 2 недели, а в зимний период – раз в неделю. При поливе вода не должна попадать в середину розетки цветка. От этого растение может погибнуть. И еще, как только листья начинают переламываться, это говорит о том, что цветок перелит. Желательно каждый раз пересаживать молодые растения, пока они маленькие. А вот такую, как это, можно пересаживать раз в 3-4 года. Емкость для пересадки необходимо выбрать больше исходной, с хорошим дренажным отверстием. Она не должна быть высокой, желательно широкой. Итак, приступим непосредственно к самой пересадке. Придется повернуть наш цветочек на бок. Бывает такое, что даже приходится резать горшочек, но это не наш случай. Я ее поливала уже больше недели для того, чтобы хоть как-то ее выцарапать. Очищаем растение от нижней части грунта. У нас должны остаться корневища и белые корни. Внимательно осматриваем цветок на присутствие старых отживших корней, стеблей или листьев. Теперь как мы будем закапывать? Пока я ее не посадила, все хорошо видно. Закапывать будем вот так. Глубже не надо закапывать так, чтобы слегка закрыть корневище. Сансевиерия болеет очень редко, если ее не запустить. Есть у нее определенный вредитель. Это паутинный клещ, мучнистый червец, трипс, ну и гниль, соответственно. Насыпаем в емкость для пересадки дренаж высотой до 2 см, ставим наш цветок и по краям заполняем его грунтом. Грунт, конечно, лучше брать специальный для суккулентов, но я использую обычно универсальный. Главное, чтобы в его состав входил перлит. После пересадки куст может поменять свою форму, он будет как бы распадаться, но это не страшно. Когда растение укоренится, оно опять соберется. Но если вы боитесь за цветок, то можно его просто подвязать. Пользуясь такими несложными советами, мы можем пересадить наш цветок, который будет служить нам дольше и радовать глаз.